Северной Осетии начали формирование республиканской дорожной карты, главные пункты которой будут направлены на развитие бизнеса. С прошлого года в стране внедряется национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Проект реализуется под четырехсторонним контролем, в частности, лично за ним следит президент Владимир Путин. Большинство пунктов оценивается путем опроса бизнесменов, именно поэтому составленный рейтинг можно считать в некотором смысле субъективным. Проработкой возможных вариантов и формированием дорожной карты займется профильная рабочая группа. Благодарственные письма правительства республики получили юрист Аслан Сосранов и представитель агентства страхования вкладов в Северной Осетии Георгий Березуцкий. Напомним, именно через них осенью прошлого года шла основная работа по возвращению денег вкладчикам обанкротившегося Дигбанка. Более 1500 человек тогда не могли получить компенсации в законном порядке. В АСВ сочли документы клиентов сомнительными и выплачивать страховку не собирались. Добиваться возвращения своих вкладов людям пришлось через суд. Аслан Сосранов вместе с добровольными помощниками подготовил около 1000 исков от имени обманутых людей. На данный момент, по словам юриста, нерассмотренными остались лишь порядка 30 дел. Около 500 человек уже получили свои деньги. Поняв в том, что люди ни в чем не виноваты, не было поддельных документов, не было дутых вкладов, а было просто мошенничество со стороны владельцев, сотрудников банков, пошли навстречу и совместными усилиями решили оказать помощь этим людям. Нас сейчас благодарят все, кто сейчас уже выиграл суды, а мы благодарим этих людей. Светлый праздник Пасхи продолжается. Праздничные гуляния и ярмарка народных промыслов развернулись возле кафедрального собора Георгия Победоносца. Чтобы не замерзнуть, горожане пробовали вкусный горячий шоколад, приготовленный по уникальной технологии одного из жителей нашего города. Также любой желающий мог приобрести мед и кухонные принадлежности, выполненные руками детей. С поздравительной речью к собравшимся обратился владыка Зосима. Всем жителям нашей благословенной Осетии, мира, Божьего благословения, пусть каждый дом постучится Христос, пусть каждое сердце принесет от мир, и пусть только свет Божий, благодать Божия будет всегда на жизненном пути каждого из нас. Христос воскресе! Владикавказ вновь принимает чемпионат России по фехтованию. На помосты в течение недели выйдут 350 лучших спортсменов из 70 регионов страны. Северную Осетию представляет внушительная сборная из 20 атлетов, в том числе и прославленная Аида Шанаева. Этот турнир по праву считается одним из главных стартов для российских фехтовальщиков. По его итогам определится состав сборной России, которая представит нашу страну на чемпионатах мира и Европы. Просмотрев заявки на этот год ряда федераций, я не открою большой секрет, их было несколько, но учитывая высокий уровень проведения соревнований 4 года назад, в 2012 году исполнительный комитет Федерации фехтования России предпочел заявку Владикавказа другим предложениям. Поэтому я уверен, что мы не разочарованы будем этим выбором, и я думаю, что соревнования пройдут успешно. Жаркое лето, теплая зима и весенние снегопады не прекращают удивлять жителей Северной Осетии. Аномальная погода стала символом последних 2 лет. Причина всему – естественные колебания климата, утверждают синоптики. На деле же это самый неприятный и опасный период для людей, восприимчивых к переменам погоды. Очень часто с изменением погоды повышается или понижается артериальное давление. Что делать в этом случае, объяснили в кардиологическом центре клиники Медакадемии. Ситуация сложнее обстоит с теми людьми, у которых есть органическое поражение сердечно-сосудистой системы. Это люди, которые страдают артериальной гипертензией, это люди, которые страдают ишемической болезнью сердца. В этой ситуации, конечно, любые перепады погодные могут сказываться негативно. И если ситуация выходит в этот день из ряда вон и лекарства не помогают, либо случается так, что на фоне приема лекарств есть, наоборот, выраженное снижение, патологическое снижение артериального давления, обязательно обратиться к своему доктору, либо вызвать скорую помощь. Thank you.